спасти сегодняшний праздник от происков злобной бабы-яги, детишкам нужно угадать, в каких же сказках говорится о злой волшебнице. Но, как оказалось, произведение народного фольклора ребята знают как свои 5 пальцев. Гуси, лебеди, Иван-царевич и серый волк. Ответы слышатся и тут, и там. Да и как не угадать, если сказки им читают почти каждый день, делится Яхья Мамаев. Мальчик страстный книголюб и постоянный гость этой библиотеки. В библиотеке захожу, беру одну книгу про сказок и, конечно же, хорошо читаю эти книги и свое время ложу их обратно. Я люблю, самая любимая книга в моей жизни – это «Окружающий мир». Для маленьких воспитанников центра подготовили насыщенную программу. Все проходит в рамках акции «Дарите книги с любовью». Она проводится по всей стране уже 4-й год, и столько же лет подряд к ней присоединяется и Национальная библиотека имени Джамалдина Яндиева. Продлится она до конца недели, и за это время сотрудники библиотеки намерены обеспечить более 1000 книг различные образовательные учреждения республики. Мы объявляем пункты сбора по всем школьным библиотекам, по всем муниципальным библиотекам, в частности, в нашей библиотеке появляется пункт сбора, и все собранные книги потом уходят в фонды, книжные фонды для нуждающихся библиотек, в частности, это бывают школьные библиотеки. В Центре непрерывного образования акция проходит впервые. Специально для них подобрали круг книг, ориентированных на ингушскую тематику. Здесь и произведения писателей, обогативших литературную сокровищницу нашего народа, а также научные труды об истории и национальных обычаях, в чем сильно нуждался книжный фонд Центра. Руководитель Национальной библиотеки вместе со своим коллективом подарила нам такое теплое внимание, такую доброту и тепло, выражая это все в книгах, потому что для наших особенных детей книга – это не что иное, как тот материальный ресурс, который имеется для того, чтобы они получали полноценную социализацию, адаптацию в здоровое общество. Основной акцент был сделан именно на детской литературе. Более того, к ребятам заглянул сам автор 7 книг, которые совсем скоро окажутся на полках их любимой библиотеки. Писательством Эсет Газдиева увлеклась еще в 10-летнем возрасте, а на сегодняшний день ее книги находят своего благодарного читателя почти во всех школах региона. Не все дети любят читать, не все дети любят ходить в библиотеки. Но все это зависит от взрослых, которые находятся рядом с ними. Это учителя, родители. Они в первую очередь прививают им эту любовь. И я думаю, что ребенок, который читает, у него будет развито мышление, и он не будет отставать и от общего образования. Несмотря на то, что дети с ограниченными возможностями требуют особого внимания и подхода, педагогический состав центра с энтузиазмом отдается своей работе. Об их обширной и хорошей образовательной программе говорит и книжный фонд центра. На полках можно увидеть произведения Тургенева, Гоголя, Булгакова, Чернышевского. С ними соседствуют и авторы шедевров зарубежной литературы – Льюис Кэрролл, Марк Твен и другие. Доводят ту, скажем так, информацию, материал, который в этой книге, доводит до этих детей в упрощенной форме, так, чтобы этот материал был легко воспринят нашими детьми, освоен и, соответственно, чтобы эти дети могли получить ту порцию социализации, которую они должны получать ежедневно, как от книги, так и той среды, в которой они находятся. Полученные книжные подарки педагоги уже планируют внести в учебную программу, а сотрудники библиотеки намерены и дальше дарить книги, которые ждут своего читателя. Сама акция неспроста приурочена к Международному дню книгодарения, ведь найти человека, не любящего книгу, даже в век информационных технологий, практически невозможно. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.